Большой скандал произошел с таджиками. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Блогер из Санкт-Петербурга Кирилл Шучер, известный своими розыгрышами и пранками, стал жертвой нападения со стороны двух молодых людей. Парня избили, применив электрошокер. Нападавшие таким образом решили отомстить за его розыгрыш, героиней которого оказалась девушка из Таджикистана. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге прямо в автобусе в дневное время. Как рассказал блогер, он заметил двух подозрительных молодых парней еще на автобусной остановке. В автобусе, предварительно включив камеру, он сам решил подойти к ним и спросить, что они от него хотят. Но диалога не случилось. Оппоненты решили пойти в наступление, применив электрошокер и выхватив у Шучера телефон. Очевидцы начали разнимать драку. При этом один из нападавших попытался сбежать. Его поймали прохожие. Прибывшие на телефонный вызов сотрудники внутренних органов задержали нападавших и доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам самого блогера, который заснял все происходящее на камеру, он отделался гематомами и небольшими ушибами. Питерский блогер Шучер известен своими розыгрышами и пранками. Его канал на YouTube с 70-тысячной аудиторией изобилует роликами, героинями которых зачастую становятся незнакомые девушки. При этом сам юноша называет себя русским азиатом. В очередной раз пранкер решил проверить реакцию девушек на непристойное предложение взамен на новый iPhone. После череды неудачных попыток одна из девушек все же ответила положительно. Она оказалась родом из Таджикистана. При этом героиня ролика, не совсем хорошо владеющая русским языком, не поняла всей сути розыгрыша. Но когда блогер предложил ей его поцеловать взамен на телефон, та, не задумываясь, согласилась. Видео набрало десятки тысяч просмотров, после чего питерскому пранкеру начали поступать сообщения с угрозами и советами удалить видео. Среди комментаторов были те, кто высказался против агрессии на блогера, отмечая, что девушка сама виновата в том, что произошло, а он просто делал контент. Также некоторые комментаторы обратили внимание на то, что во всех странах разная культура, и приезжая в чужую страну, не нужно насильно навешивать устои своего общества. Забавно наблюдать, как приехавшие в чужую для них страну пытаются качать свои права. Не нужно диктовать народу страны, где вы находитесь, какие-либо условия и правила, пишут под видео. Как рассказал в своем видео сам Кирилл, после того злосчастного ролика он не может ходить спокойно по городу. К нему постоянно подходят люди, уточняя, не он ли снимал тот ролик, а некоторые открыто угрожают расправой ему и его семье. Злополучное видео блогер решил не удалять, отмечая, что ничего предосудительного в нем нет, и весь контент не более чем шутка и юмор, в котором не нужно относиться серьезно. Девушка поцеловала меня сама. Я ее не обязывал к этому, не домогался, не принуждал и не заставлял под дулом пистолета. При этом я ей сказал комплименты и не оскорблял. И была такая позитивная реакция с ее стороны. Если бы я это сделал в вашей стране, то да, у вас это не принято. Но у нас в России все более лояльно. Обращается к комментаторам блогер в своем видео, ответе на последовавшие после этого угрозы. После задержания напавших на блогера парней в сети начали появляться видео в их поддержку. Соотечественники объясняют их поступок желанием отстоять честь таджички и защитить ее от нападок, отмечая, что восточные девушки не объект для подобных розыгрышей, и тем более на камеру. Вставшие на сторону парней комментаторы отмечают, что все в дело в менталитете страны, из которой родом сама девушка, и то, что для блогера кажется нормой, для других может оказаться аморальным и чуждым. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.